Доброе утро. На календаре 20 июля. Сегодня вторник. И утро в Якутии встречаем здесь, на телеканалах Якутия-24, НВК Саха. Это программа «Утро Якутии». И встречаем сегодняшнее утро с вами мы, Дарья Анкехова. И Павел Танин. Доброе утро, друзья. Ну что, давай немножечко сразу проанонсируем, да, наших телезрителей о том, что же ждет нас сегодня. Ну, как обычно, это будет очень насыщенный и интересный эфир. Ну, во-первых, дорогие друзья, сегодня мы узнаем имена двух счастливчиков еженедельной акции. Эти люди получат 2 смартфона лишь за то, что они проявили ответственность и провакцинировались. Да, обезопасили себя и своих близких и окружающих от болезни этой. Также мы расскажем про не менее ответственных людей, которые сейчас занимаются очень важным делом. Они борются с лесными пожарами. Да, добровольцев на самом деле очень много. Ну и говоря про пожары, нам сегодня врач-пульмонолог расскажет, какие же меры нужно предпринимать, чтобы жить было легче в этом смоге и тумане, который окутал сегодня многие населенные пункты нашего региона. Ну а еще в конце нашего эфира нас ждет, интересный такой момент, но я буду очень за это переживать, честно, потому что Павел Танин сегодня сразится в битве, схватке в очень интересной настольной игре. Да. Это даже не игра, это спорт же. Это фактически спорт, а биться я буду против юного чемпиона, поэтому битва будет сложной. Я рассчитываю на свой проигрыш. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. Если вы желаете отправить свое утреннее доброе сообщение, делайте это прямо сейчас. У нас есть всего лишь час эфира, поэтому поторопитесь. Поздравьте своих близких с праздником, передайте привет. Ну или просто пожелайте нашей республике хорошего, доброго утра. Да, это все можно сделать через наш WhatsApp по номеру 8 914 273 44 88. Также не забывайте про наш Инстаграм, _, Якутии. Там все наши материалы из выпусков есть. Их можно комментировать, делиться с друзьями, ну или как минимум отмечать лайками. Все верно. Ну а прямо сейчас хотелось бы узнать, ждет ли жителей Якутии долгожданная влага, долгожданный дождь, который действительно может облегчить жизнь в этих условиях смога, дыма и так далее. Пришло время поговорить о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 19-15 градусов. В Заречной группе плюс 16, плюс 20. В южных районах 18-12 градусов выше 0. В Вилюйской группе 15-12 со знаком плюс. В Нижнеленских 17-16. В западных плюс 16, плюс 13. В Колымо-Индигирской группе улусов 16-9 градусов тепла. В Янских 19-12 выше 0. На северо-западе 14-11 градусов со знаком плюс. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Дым. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 30 градусов тепла. Что ж, вроде как спасительной влаги сегодня не ожидается, но прогнозы – это всегда прогнозы. Все может быть совсем по-другому. Нам прямо сейчас пришло узнать о событиях в республике, за ее пределами. Передаем слово нашему информационному обозревателю Владу Давыдову. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, телезрители! С утренними новостями Влад Давыдов. Поражение легких у пациентов с коронавирусом в последнее время наступает быстрее. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, врачи фиксируют новые симптомы у заболевших. Все чаще отмечаются кишечные проявления, а также проявления, сходные с ангиной. Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов заявил, что у зараженных дельта-штаммов чаще всего начали фиксироваться желудочно-кишечные симптомы, при этом нарушение обоняния и вкуса встречается у меньшего числа пациентов. В Якутске снова обещают задымление. Из горного улуса утренний южный ветер принесет временное облегчение. Задымленность на улицах столицы должна уменьшиться. Затем направление ветра сменится, и дым от пожаров в горном улусе, то есть в западном направлении, снова накроет столицу республики. Такой прогноз сделали метеорологи. Улучшение обстановки ожидают с приходом циклона, который должен подойти к Якутску 21-22 июля.
Цены производителей на хлеб в России остаются на стабильном уровне, заявили в Министерстве сельского хозяйства России. Об этом сообщается на сайте ведомства. В понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7-12%. Как отмечает издание со ссылкой на одну из сетей супермаркетов, поставщики обосновывают это подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, а на хлеб из ржано-пшеничной муки на 5,9%. Это сопоставимо с уровнем инфляции, заявили в Федеральном Минсельхозе. Сбор 200 тысяч подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести» организовали в республике. В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о почетном звании «Город трудовой доблести» в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах. В 40-е годы из Алданского района на фронт призвали почти 12 тысяч человек, из них 24 герои Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений, а в 75-летие Победы на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Проголосовать в поддержку Алдана можно на сайте трудовойалдан.ру. В 2020 году инициативная команда молодежи Амгинского улуса совместно с детской общественной организацией выиграла грант главы республики с проектом «Чистые игры в Амге». Это большая игра-фестиваль на свежем воздухе. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы, выигрывают призы. Всего участвовали 6 команд по 4 человека. На территории промкомбината вдоль Амги участники игры собрали более 400 килограммов мусора. Также весь мусор сортировали по классификации: пластик, металл, стекло, бумага и органика. Благодаря этому гранту мы сегодня открыли и начали старт нашей квест-игре «Чистые игры в Амге». В рамках этого проекта мы должны провести экологические лекции, квест-игру в игровой форме «Субботники. Чистая игра» и также несколько экологических движений, которые должны привлечь внимание населения к экоосознанности и раздельному сбору мусора. Это пока все к этому часу. Слово передаю коллегам. Спасибо, Влад. Но у нас тоже есть информация об грядущих сегодня ночью отключениях водоснабжения в городе Якутске. Речь идет о работах по промывке и дезинфекции магистральных и внутриквартальных сетей водоснабжения. Делается это, я напомню, для того, чтобы подготовить сети к работе в зимний период, чтобы зимой все было стабильно, качественно и хорошее водоснабжение нам поступало. Итак, с 20 июля, с 22 часов ночи до 6 утра 21 июля воды сегодня не будет в 140-м квартале, в 122-м квартале, а также в кварталах 2, 3, 71, 72, 73, 128, 130, 135, 152, а также в домах номер 83/18, дробь 19, дробь 20, дробь 10, дробь 9 по улице Петра Алексеева и в домах номер 31 и 33 по улице Кутузова. Вот так, как обычно, мы предлагаем нашим телезрителям запастись водой, ну и, конечно, просто ждать, пока, насколько... Как правило, в ночное время люди обычно спят. Все равно будьте, внимательны. Будьте предупреждены, значит, будете вооружены. Ну а прямо сейчас самое время размяться, подготовиться к этому дню, бодростью зарядиться, зарядка на нашем канале. Всем доброе утро! Ну что, начнем нашу зарядку? Первое упражнение у нас присед с выпрыгиванием. Садимся на уровень колена, колени за носок у нас не выходят, спина максимально прямая, держим поясницу в прогибе. Садимся, выпрыгиваем вверх, при этом делаем выдох. Сели, выпрыгнули, сели, выпрыгнули. Выполняем данное упражнение 5 раз. Упражнение номер 2. Дорожка. Делаем 4 шага руками вперед, 4 шага назад. Когда встаем, делаем выдох. Таких упражнений мы выполняем 5 раз. Упражнение номер 3. Ленивое отжимание. Становимся в упор на прямые руки, полностью ложимся на грудь, на выдохе встаем, выпрямляем руки. И таких упражнений мы выполняем 5 раз. Очень важно не прогибать поясницу и держать спину прямо.
Упражнение номер 4 – бегущий человек. Становимся в упор на прямые руки и в прыжке делаем смену ноги, подтягивая колено при этом к груди. На каждом подъеме колена мы делаем выдох. На этом все. Всем хорошего дня! Многие люди сейчас очень сильно переживают по теме смога и дыма. Действительно, многие ощущают это не только вот визуально, но а также на своем здоровье. Ну, к примеру, я, например, это сильно ощущаю на своих глазах. Действительно, все слезится, все постоянно щипет, дискомфорт нереальный. Да. Мне в этом плане повезло, потому что я не особо ощущаю вот эти последствия смога, то есть даже глаза меня обычно не режет, когда я нахожусь на улице. Не знаю почему, может быть, в прошлой жизни я был пожарным, кто знает. Тем не менее, да, действительно, на улице находиться очень трудно, у кого-то возникают проблемы с дыханием и тому подобное. Как же вот облегчить жизнь в это время, в этой ситуации, мы сегодня узнаем у врача-пульмонолога. Сегодня у нас в гостях Мария Савина. Мария Борисовна, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, ну, во-первых, насколько вреден этот смог? Потому что существуют, ну, многие мнения. Кто-то говорят, что это очень опасно, кто-то говорят, что ничего страшного нет, без паники. Вот все-таки с точки зрения медицины. С точки зрения медицины, продукты горения, они содержат в себе очень много таких вредных веществ, канцерогены. Это вещества, вызывающие онкологические заболевания, да, при длительном воздействии. Много тяжелых металлов, ну и нарушение газового состава воздуха. Вот, продукты горения, они вот много вредных веществ содержат, диоксид серы и так далее. Они все вызывают ухудшение самочувствия у людей с хроническими заболеваниями. Бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, плохо действует на нервную систему. Ну вот говоря про то, кто больше, да, подвержен, для кого более опасна эта ситуация, да, мы сказали про легочную систему, на нервы, кто еще попадает в группу риска? В группу риска попадают практически все, даже абсолютно здоровые люди, да, в особенности страдают пожилые, ослабленные пациенты с хроническими заболеваниями, да, беременные женщины, маленькие дети, вот, люди, которые вот, более такая уязвимая группа, да. Ну и вообще вот дым, вот смог, он воздействует на всех, даже вот на здоровых людей. Но вот первые звоночки тогда, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Начнем даже, наверное, с детского возраста, потом, допустим, вот с категории совершенно вроде бы здоровых людей, да, и, соответственно, тех, кто входит в группу риска. Но механизм вредного воздействия дыма, смога такой, что вот вредные микрочастицы, да, когда мы дышим, попадают в наш организм, и организм начинает распознавать их как чужеродные агенты, да, и начинается иммунная реакция организма. И организм начинает проявляться это в виде воспалительных реакций, либо аллергических. Обостряются вот хронические заболевания, если там бронхиты и так далее. И у аллергиков это особенно выражено, у них начинается очень такой... Бронхоспазм может случиться, да, вот кашель, затруднение дыхания, головокружение. И все эти признаки, да, то, что идет отравление продуктами горения, получается. А что-то вот предпринять, если вот понимаешь, да, что у тебя начинает как бы сонливость, кашель, то есть вроде бы все признаки отравления, какие-то самостоятельно можно меры предпринять? Ну, в первую очередь рекомендуется покинуть вот задымленное, да, вот, помещение, пространство, вот, постараться куда-то уехать. А если это невозможно, то себя надо обезопасить тем, чтобы поменьше выходить на улицу, оставаться в помещении, избегать физических нагрузок. Обычные маски вряд ли так сильно помогут. Рекомендуется приобрести хорошие респираторы с плотными фильтрами, если есть необходимость в том, чтобы покидать помещение, да. И особенно рекомендуется пить много воды. То есть вода, она вымывает эти токсины, и организму легче переносить вот это отравление. Вот насколько много воды нужно пить? То есть, мы знаем, что есть там условная норма. Кому-то 2 литра в день, от 2 до 3 литров в день. Это в нормальных условиях. В условиях этой задымленности насколько должна норма увеличиваться? Здоровым людям без сердечно-сосудистой патологии и так далее рекомендуется, конечно, увеличить эту норму. Да? До 3 литров в сутки хотя бы надо выпивать. И обязательно надо принимать душ после пребывания на улице в задымленном пространстве, да? Потому что кожа тоже наш орган, который дышит, и он тоже через нее проникают вот эти отравляющие вещества. Мария Борисовна, вот можешь, пожалуйста, извини, Паша, вопрос.
По поводу использования кондиционеров, вот тоже такой достаточно неоднозначный вопрос, потому что кто-то утверждает, что его лучше включать, а кто-то говорят, что наоборот еще больше в дом попадает вредных веществ. Ну, это смотря от того, какими фильтрами они оборудованы, да. Если они действительно вот, ну, содержат такие хорошие кондиционеры, то, конечно, они помогают, они задерживают хотя бы крупные частицы, препятствуют их проникновению в помещение, получается. Вот вы упомянули респираторы, что по возможности их носить. Многие пользуются таким лайфхаком, скажем так, берут обычную маску. Сейчас, слава богу, в этой ситуации, слава богу, у всех есть маски. И подкладывают какую-нибудь влажную салфетку, просто, может быть, ткань какую-то намоченную под маску. Помогает ли это? Насколько это безопасно? Да, это хороший, доступный такой метод защиты себя, да, потому что когда дым, вот сухой воздух, жара, да, вот это проникает в слизистые дыхательные пути, то он очень сильно сушит эти все слизистые, глаз, ротоглотки, носа, да, и когда вот слизистая высушена, уже барьера для проникновения бактерий и вирусов нет, и вирусы быстро проникают в организм. Учитывая вот сейчас условия пандемии, да, то, что вот сухие слизистые, это очень опасно, поэтому рекомендуется с собой носить средства, увлажняющие нос, такие как Аквамарис. Сейчас их много, в большом количестве не продаются, и чаще надо брызгать, увлажнять. То же самое относится и к глазам. Надо, возможно, резкие такие воспалительные реакции глаз, как конъюнктивиты и так далее, поэтому надо увлажнять слизистый глаз тоже. Ну и последний вопрос, завершая нашу беседу, такой, может быть, немножко это будет вопрос эгоистичный. Как я сказал, да, я вот, допустим, никак не реагирую на дым, то есть у меня не слезятся глаза, я, в принципе, не чувствую каких-то. Может ли в этом крыться опасность в части того, что вот обычный человек, он там в более задымленное пространство заходит, он чувствует, что плохо уходит оттуда, а вот такие люди, допустим, как я, могут идти и ненароком что-то надышаться, получить То есть отравление. это отклонение у него в организме? Или все-таки это нормально, если человек спокойно и хорошо переносит вот такой смог? Ну, это здоровые люди должны нормально переносить, да, вот такую задымленность и так далее. Но вот скрытая, конечно, угроза есть, потому что вот все эти вредные вещества, они продолжают воздействовать на вас, даже если вы сами того не замечаете. Особенно вредно длительное воздействие, то есть неделями, месяцами, да, вот в таких условиях. Это, ну и как я еще сказала, вот, все равно вот, идет пересушивание слизистых, угроза вот, проникновения вирусов, бактерий возрастает, снижается иммунитет. Это все происходит даже вне того, что человек не замечает, может, этого. То есть, по сути, даже это опаснее, когда ты не замечаешь, потому что можешь просто проморгать, что называется. Так что, друзья, если вы тоже не чувствуете последствий дыма, будьте, наоборот, еще более осторожны. Мария Борисовна, спасибо большое, что пришли в это утро к нам, поделились вот советами полезными, рассказали вообще, нас немного просветили на актуальную тему. Хорошего вам дня. Ну, а мы продолжаем говорить на тему смогов. Многие жители города и республики, они вот в этой ситуации с лесными пожарами прям думают, как же можно помочь людям. Да, действительно, у нас есть многие такие группы в социальных сетях, которые объединились, которые собирают денежные средства, которые просто добрым словом, где-то поддержкой, где-то, возможно, бросает клич. И, в общем-то, мы убедились в том, что наша республика едина. И наш коллега вышел на улицы города Якутска, чтобы узнать, как бы хотели помочь горожане вот в этой ситуации. Чем жители Якутии могут помочь в борьбе с пожарами? Непосредственно сами жители Якутии. Да. Ну, мне кажется, и так вот это, судя по новостям, жители Улуса, вот деревень, где непосредственно пожар, они же своими силами, своими машинами, там, тракторами, да, деньгами на бензин скидываются. Мне кажется, и так вот это помогают. Ну, то, что мы в столице, то да, как бы это далеко. Чем лично вы можете помочь? Чем я могу помочь? Не знаю, может быть, там что-нибудь материально. Потому что непосредственно принять участие в тушении, то, наверное, уже нет. Вот, а так, если там какой-то волонтерский отряд или что-то, чем могла бы помочь. Наверное, распространением этой информации в СМИ
Я больше распространяю информацию в СМИ, в своем инстаграме. Вот. Мои друзья также это делают. Я считаю, что это должно помочь, в принципе. Чтобы помочь, в леса не ходить, чтобы не поджигать. Ну и слышал, что добровольцев там, волонтеров собирают. Если кто может, этим может помочь. Я лично, в данный момент пока ничем, в лес не хожу, не поджигаю. Ой, без понятия даже. Я скидываю средства, то есть добровольцы уже есть, вот они собирают средства на помощь тушению пожаров. Деньгами, наверное. На самом деле очень много якутян уже помогают в тушении пожаров. А это те самые добровольцы. И отдельное спасибо хотелось бы выразить нашим коллегам, которые также сейчас находятся в местах Горного Улуса, района. И они действительно реально работают и помогают в тушении пожаров. Да, ну а вообще о неравнодушных якутянах, которые сегодня трудятся, которые сражаются со стихией, борются с огнем, расскажет Туяра Филиппова. Временно мы сделали, в моем офисе сделали штаб, это пока временно, и склад. Вот вчера по нашему объявлению приезжали различные люди, и вот кто что привез, там вот кислородные подушки привезли, продукты, там есть респираторы. Отец 5 детей, предприниматель Альберт Васильев, неделю назад сам тушил пожар в лесу и не понаслышке знает, насколько огненная стихия опасна. Трактор должен был плугом борозду делать, и мы должны были за ним просто идти, землю там поправлять, раскидывать. Но по факту получилось немножко по-другому. Мы реально стали тушить пожары. Мы попали под верховой пожар. Буквально в 10 метрах от нас вспыхнул резко, как спичка, оказывается, деревья вспыхивают, как бенгальские огни. Мы, соответственно, оттуда сделали ноги, так как опытные, у нас был руководители, были там старшие, опытные. Они сказали, там геройства никакого не надо проявлять. Как только появляется верховой пожар, сразу только убегать. Сейчас, вернувшись в Якутск, Альберт занимается сбором помощи для добровольцев. Люди узнают из соцсетей и несут кто продукты, кто одежду, кто средства защиты. Мы привезли обувь, фляги. Это передала наша мамочка. У нее ее сын, он сейчас находится в Горном, уехал с первой группой. Доброволец. Парни, которые повезут помощь, после небольшого отдыха вновь возвращаются в горящую тайгу. Ой, очень тяжело. Мы, допустим, линию ЛЭП, когда там дежурили, вообще не спали. Задымленность вообще сильная. Некоторые, угорели даже, такое было. Дышать вообще невозможно. В таких условиях смениться и дать отдохнуть людям очень важно. Новых добровольцев инструктируют уже опытные. В кедах, в кроссовках в горящем лесу делать нечего. Нужны берцы, кирзовые сапоги, а также хорошо наточенные лопаты. Гульнара Алексеева, тоже организатор одной из стихийных групп, удивлена отзывчивостью якутян. Я просто не ожидала, насколько люди начали звонить, писать, спрашивать. Вообще, я просто как трубку взяла в 9, так и в 2 часа ночи ее и от уха убрала. Просто был полный ажиотаж. Александр Ноев, ветеран боевых действий, решил поехать в тайгу помогать тушить пожары вместе с 2 своими сыновьями-подростками. От интервью отказывается и, как многие воевавшие, не считает свои действия геройскими. Впрочем, как и другие добровольцы. Марина, например, вызвалась везти их на своей машине до Намцев. Чем еще может женщина помочь? Вчера подала о себе знать, сказали сегодня увезти. Стихийно созданные многочисленные группы в соцсетях в эти дни активно объединяются. Как вы видите, у нас сейчас несколько мест организовано локальных, где временно собираются различного рода припасы. Это как предприниматели, общественники. И мы сейчас делаем работу по объединению этих всех ресурсов непосредственно в одном месте. Сейчас помощь от граждан принимается в Якутске по адресу Орджоникидзе 10, где создан единый штаб добровольцев. Определяющий момент то, что у нас добровольческая, такая стихийная организация получилась и абсолютно свободная от каких-либо партийных принадлежностей. То есть у нас разных партий есть и так далее. Мы вообще это не афишируем, не говорим. И, пожалуйста, оставьте свои политические амбиции за порогом нашей организации, потому что у нас есть конкретная задача справиться и в следующем году уже начинать работать с февраля и постоянно уже открыть штаб и так далее. В народе говорят, сила народа как сила природной стихии.
В нашем случае объединение усилий должно помочь преодолеть стихию огня. Что ж, ну еще одна напасть, но которая уже с прошлого года тянется по всему миру, это, конечно же, пандемия коронавируса. Благо появилась вакцина, их несколько, и вакцина, в принципе, единственный на сегодняшний день способ, ну, если уже не победить пандемию, то как минимум ее контролировать, не давать бешеными темпами распространяться. Действительно, Паша, и сегодня мы готовы огласить итоги еженедельной акции второй недели по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан. Давай для начала мы напомним, какими были условия, да? Да. Но вообще изначально хочется сказать, что победители ежегодной акции «Стоп коронавирус» получили уже свои призы. Их объявили победителей прошлый вторник, 13 июля, в прямом эфире нашей программы «Утро Якутия». Акция по стимулированию и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан проводится в двух видах. Это еженедельная и финальная. В ней могут принять участие граждане России старше 18 лет и зарегистрированные на территории Якутии. В еженедельной акции участвуют граждане, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции в соответствующий недельный период, то есть, грубо говоря, со вторника по понедельник. А в финальной же части примут участие все прошедшие полный курс вакцинации с момента начала вакцинации по 30 августа этого года. Финальная... Конечно, надежда была, то, что я выиграю, поэтому я подал заявление. И результаты выявили на прошлой неделе в понедельник. Сразу посмотрел результаты и обрадовался. Об акции я узнал на площадке Instagram, по-моему, в новостях. То, что вот объявили такую акцию. Ну, эмоции были... Сперва не поверил, то, что это мое имя. Сравнил номер заявления, номер телефона. Ну, потом как-то уже так плавная радость, можно сказать. Ну и сегодня мы готовы объявить новых счастливчиков, да, которые получат в рамках акции по смартфону. И, наверное, стоит рассказать вообще принцип, да, определения победителей. То есть со вторника по понедельник, по конец понедельника, все получившие первый компонент вакцины могут оставить заявку на участие в акции на сайте Якутия, в общем, электронные услуги Якутии. Все достаточно просто. Самое главное, дорогие друзья, если вдруг вы получили вакцину, но не поленитесь вы, зарегистрируйтесь, ведь это есть, у вас будет возможность, шанс получить, ну, некоторые вот такие поощрительные подарки. Да, на, собственно, момент вечера понедельника определяется общее количество участников за неделю, да, прошедшую, минувшую. В этот раз сегодня, да, это 375 человек. И далее уже определяется победители. Определяются они следующим образом. Берутся курс доллара и курс евро по Центробанку России на момент понедельника вчерашнего дня для нас, то есть 19 июля это было. И последние цифры курса умножаются на количество участников. Сначала доллар, потом евро. И так у нас получается два победителя. Вот прямо сейчас на своих экранах вы видите формулу и видите все данные. Напоминаем вам о том, что на вчерашнее число количество участников поощрительной акции составило 375 человек. Да, курс доллара США в рублях вчера был 74 рубля и после запятой 3463 десятитысячные, а курс евро 87,6097 десятитысячных рубля. Ну а далее мы вычисляем все очень просто. Обратите внимание, первый победитель у нас счастливый обладатель номера 130. Номер заявления его 1228136, вот так вот. Да. Мы можем объявить, это Анатолий из Верхоянского Улуса, поселок Батагай. 4 последних цифры его сотового номера 9110. Поздравляем, Анатолий, и вы получите ваш смартфон обязательно. Да, ну и, собственно, второй победитель, это победитель номер 229, номер его заявления 1229959, это Иван, село Хатасы, городской округ, город Якутск. Последние 4 цифры телефонного номера 4062. Мы также поздравляем Ивана и призываем вас, дорогие друзья, принимать участие в акции.
Вот. Ну и, конечно, мы надеемся на то, что кто-то из этих счастливых обладателей смартфонов появится у нас в студии. Но, к сожалению, сейчас это вот, или к счастью даже, да, наверное, это у нас Верхоянский улус и село Хатасы. Но мы обязательно свяжемся с вами, организаторы этой акции. Передадут приз, Да, передадут, в общем, конечно. все процедуры соблюдут, а мы немножко расскажем про финальную часть акции, то есть в которой примут участие абсолютно все вакцинированные, не только вот в недельный период, а вообще с момента начала вакцинации, которые оставят заявки. По итогам финальной акции будут определены 3 обладателя сертификатов на автомобиле «Лада», она же «Нива». Собственно, в ней примут участие, как я уже сказал, люди, все, которые с самого начала вакцинировались, сейчас вакцинируются, все, которые получат оба компонента и оставят свою заявку на сайте e-yakutia.ru. На сайте фондякутия.ру будут опубликованы данные о количестве заявок. Номера победителей мы огласим в прямом эфире «Утро Якутии» 31 августа 2021 года. Регистрацию для подтверждения участия в акции проходят на региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия «Е-Якутии». В акции принимают участие, напоминаем, только граждане России 18 лет и старше, зарегистрированные на территории Республики Саха-Якутия. Подробнее с правилами акции можно ознакомиться на сайте фондякутия.ру и инстаграм-странице Фонд Якутия. Поэтому, ну, я думаю, в принципе, информация, она достаточно изложена так кратко, ясно, четко и понятно. И как минимум в интернете на озвученных сайтах можно все подробнее посмотреть. Ну а прямо сейчас мы готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Наш новостной обозреватель Влад Давыдов с очередной порцией информации о республике и пределами. Еще раз приветствую коллег и зрителей с новостями к этому часу в студии Влад Давыдов. Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1 миллиард 350 миллионов рублей, напомнил премьер. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города от Калининграда до Южно-Сахалинска. Также правительство страны планирует утвердить правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах. Кинотеатры могут получить право не пускать зрителей в грязной одежде и выпроваживать тех, кто закурил в зале электронные сигареты. Обычное курение, естественно, тоже будет запрещено. Проект постановления рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы. Северо-Восточный федеральный университет, Сибирское отделение Российской академии наук и Южный федеральный университет с 18 по 25 июля проводят международную конференцию на тему «Математическое моделирование, обратные задачи и большие данные». Конференция будет проходить в очно-дистанционной форме на базе СВФУ. Онлайн-формат будет идти посредством Zoom. Очные заседания будут проходить ежедневно в культурном центре «Сергеляхские огни». Главной целью конференции считается обсуждение современных проблем теории и практики прикладного математического моделирования при решении актуальных задач науки и техники. Это мероприятие осуществляется в целях, в рамках большого нашего гранта, и нашего института математики и информатики в целом занимает лидирующие позиции, и в этом году у нас получилось вот этот форум провести у нас, а в прошлом году в связи с коронавирусом пришлось делать в другом городе. Но мы очень надеемся, что на плодотворную работу всех наших коллег, и получится так, что в рамках реализации большого проекта к нам будут приезжать наши очень сильные коллеги и поддерживать нас в этом хорошем деле. Единый государственный экзамен на 100 баллов сдали 29 выпускников якутских школ. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил глава республики Айсен Николаев. Он провел накануне встречу с выпускниками в режиме видеоконференц-связи. Особенно глава региона отметил одну из участниц экзамена, которая дважды стала 100-бальницей. Это выпускница Ниренгринской гимназии номер 1 Ангелина Шавейко. Она получила максимальные баллы по биологии и химии. Кроме того, глава отметил 4 выпускников, получивших 100 баллов на экзамене по информатике, который впервые прошел в новой компьютерной форме. Каждый 100-бальник получит по 15 тысяч рублей, а их педагоги по 20 тысяч рублей, сообщил Айсен Николаев. Якутянин Артем Соколов принял участие во взятии ворот в матче
предсезонного турнира «Кубок Матч-Премьер». Его подмосковные «Химки» в рамках третьего тура со счетом 5-1 проиграли столичному «Спартаку». На 89-й минуте Соколов после подачи с углового ударом головы отправил мяч в перекладину, после чего на добивании сыграл его одноклубник Егор Данилкин. Отметим, что это не первое результативное действие якутянина на этом турнире. В предыдущем матче против Сочи полузащитник записал на свой счет одну голевую передачу. Напомним, Артем Соколов начал играть в футбол в Мархинском Пульсе в Якутии, откуда он перешел в Академию Чертанова. В этом же сезоне 18-летнему полузащитнику предстоит дебютировать в российской премьер-лиге в составе «Химок». Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами. Слово передаю коллегам. Паша, русский язык не перестает удивлять нас не только своим богатством, да, но и иногда сюрпризами. И мы с тобой с этим часто сталкиваемся. Да, но сталкиваются с этим многие, потому что, самый простой пример — торты или торты. Позвонить или позвонит? Да. Ну, чтобы быть точным в этих вопросах, нам всегда помогает наша рубрика «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! В русском языке есть не только интересные слова и словосочетания, но и интересные приставки. Например, есть приставки «роз» и «рос». Они всегда ударные и пишутся с буквой «о». Например, в слове «розыск» и «роспись». А их родные сестры, приставки «раз» и «раз», пишутся с буквой «а», и они всегда безударные. Например, разыскивать или расписывать. Но бывает трудно понять, как же правильно произносить и писать «о» или «а». Например, цифры рознятся или разнятся. Конечно, нам на помощь приходят словари. В словаре Сергея Владимировича Кузнецова есть такое определение значения этих глаголов. Итак, глагол «розница». Отличаться чем-либо, иметь различия, несходство в чем-либо, не совпадать в чем-либо, не сходиться во мнениях. А слово «разница» с буквой «а» имеет такое значение: иметь различия, несходство в чем-либо, различаться, отличаться. Кроме того, давайте посмотрим, что же нам говорят специалисты информационно-справочного портала Грамота.ру. Так вот, они утверждают, что глагол «разниться» – это глагол нейтральный и общеупотребительный. А вот глагол «розница» он все-таки уже устаревший и даже просторечный. Поэтому, если мы говорим о цифрах, то все-таки лучше говорить, что цифры разнятся. Кроме того, не забывайте о правописании. Если под ударением, то «о», если без ударения, то «а». Давайте говорить правильно. Еще раз с добрым утром! Сегодня исполнилось бы 97 лет со дня рождения известного советского режиссера Татьяны Лёзной. Ну а какие еще даты и события выпадают на 20 июля, мы узнаем прямо сейчас. 20 июля – Международный день шахмат, Международный день торта и Курбан-Байрам – мусульманский праздник. Сегодня Международный авиационно-космический салон «МАКС» стартует на подмосковном аэродроме в Жуковском. Мероприятие длится примерно неделю. По народному календарю, если дождь идет с утра, это к неурожаю. 20 июля 1917 года зарегистрирована торговая марка BMW. Полное название звучит как «Bayerische Motorenwerke». Изначально компания выпускала авиационные моторы. Эмблема BMW на самом деле – это вращающийся винт самолета. 20 июля 1924 года основана Международная шахматная федерация. В этот же день, в 1969 году, американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну. 20 июля 1304 года родился Франческо Петрарка, итальянский поэт. В этот же день, в 1931 году, на свет появилась Марина Попович, советский военный летчик-испытатель, полковник-инженер, профессор и уфолог.
20 июля 1938 года родился Алексей Герман, советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист России. В 1940 году в этот день появился на свет Давид Тухманов, советский и российский композитор, пианист и дирижер, народный артист России. 20 июля 1941 года родилась Людмила Чурсина, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Именины в этот день празднуют Акакий, Герман, Евдокия, Ефросиния, Лукьян, Павел, Сергей и Фома. Как мы уже сказали, сегодня Международный день шахмат. Эта игра известна уже более 1500 лет. В нее играют миллионы, и от мала до велика. И, конечно, мало кто, наверное, из вас не знает, что слон ходит по диагонали, а конь ходит буквой «Г». Но действительно, здесь нужно не только уметь играть, но и самое главное – думать. И в этот день у нас в гостях Роман Ганжуров. Он является старшим тренером юношеской сборной Республики Саха-Якутия по шахматам. И его ученик – это Тимур Яковлев, ученик шахматной гимназии, который имеет 3-й юношеский разряд. Паша уже находится с нашим юным гостем, пытается разобраться. Мы расставили, да, шахматы. Да. Ну, а пока вы там пытаетесь подружиться или наоборот высматриваете, да, у кого какие слабые стороны, позвольте поговорить с Романом. Ну что, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы лично увлеклись шахматами и насколько вот шахматы вошли в вашу повседневную жизнь? Так, получается, больше 30 лет я играю в шахматы. И шахматы действительно в моей повседневной жизни, можно сказать, образ жизни. Каждый день, да? Да. Ну а насколько популярны шахматы сегодня на территории республики, если, допустим, сравнить с временами Советского Союза? Шахматы популярны и в республике, и в России, и в мире. Волна популярности возросла, в том числе вот с приходом интернета, с различными вот медиапроектами. Вот, например, сериал был недавно нашумевший на Netflix, да, «Ход королевы». Вот, поэтому сейчас есть подъем интереса к шахматам. Ну а вообще, насколько успешны результаты наших вот юных спортсменов? Юные спортсмены занимаются, несмотря на пандемию, на все эти сложности. И успехи также имеют. Например, нам удалось все-таки и в первенстве Дальнего Востока участвовать среди школьников, и на первенство России съездить. И спартакиаду молодежи по шахматам мы провели вот в городе Якутске, тоже, в общем-то, успешно. Как давно существует шахматная гимназия, да, и с какого возраста могут родители привести туда своего ребенка? Шахматная гимназия существует с 2016 года. Детей можно приводить с 5 лет, иногда даже и 4-летние, если они готовы морально и имеют интерес, тоже могут. То есть в 4 годика уже можно пойти, да, есть и такие попасть дети. в ваши ряды, да? Да, да, есть такие. Ну вот сейчас у нас рядом с нами Тимур Яковлев. Тимур смотрит по сторонам, знаете, так. А я теряю коня. Да, мы уже заметили, что ты терпишь поражение небольшое. Вот сколько лет занимается Тимур и насколько он уже опытный спортсмен? Ну, Тимур, насколько я знаю, с 4 лет занимается. Он к нам пришел уже, зная ходы. Тимур из шахматной семьи, у него и родители оба играют в шахматы, и старшая сестра, и даже младший брат уже тоже пришел к нам и тоже занимается. Так что вот такая интересная семья, такой да? интересной семьи, да. Тимур, сколько тебе лет? И 6 лет тебе. Вот недавно исполнилось. Вот, а дяденька с тобой рядом стоит, наверное. Ну, мне нет 6, но я еще молод душой. Да, ну и как у вас там? Что происходит у вас? Ну, пока у нас преимущество на стороне Тимура, потому что я забрал у него пешку, а у него мой конь. И при этом даже позиционно видно, что он от обороны, но доминирует. Так, Паш, ну ты вообще серьезно настроен или все-таки ты уступаешь, так как это ребенок? Конечно, серьезно, это же спорт. Да, то есть ты так... Ну, я смотрю, зато Ромочка просто смотрит, он наблюдает за тем, что происходит в студии, и даже сильно-то и не напрягается, да? А можно ли научиться, Роман, игре вот шахматы уже в зрелом возрасте? Или все-таки нужно начинать вот с самого детства? Конечно, можно. Как раз-таки прелесть шахмат в том, что любым возрастам они покорны, от мала до велика. Можно и в 4 года научиться, можно и во взрослом
возрасте зависит только от того, сколько времени и усилий вы готовы потратить. Ну и что можно пожелать, допустим, родителям, которые вот хотят, чтобы вот такое юное дарование у них уже так уверенно чувствовало себя за доской? Родители должны в первую очередь понимать, что шахматы — это и спорт, и, в общем-то, большая помощь для интеллектуального развития ребенка, его потенциала, раскрытия потенциала, потому что они учат думать, учат представлять комбинации уже в уме, просчитывать ходы наперед и видеть последствия, да, принимать решения, видеть последствия своих решений. Поэтому шахматы в любом случае полезны не только как спорт, да, но и для развития. Но, а такой вопрос. Если ребенок все-таки у нас вот та самая гиперактивность, сейчас много, да, детей, и такое ощущение, что ну никогда не будет он сидеть целый час за этой доской. Это реально? Прелесть как раз-таки шахмат в том, что это в первую очередь игра, и в игровой форме детям интереснее бывает все новое изучать и играть, в общем-то, интересно. Потом вот есть методики, в том числе, которые у нас применяются, начинать с облегченных игр, упрощенных, преподавать там, при помощи баек, там, сказок, прибауток, в общем, чтобы увлечь именно маленьких детей. Паш, ну что там у вас? Расскажи, поделись эмоциями. Ну, у него уже 2 моих коня, 1 слон и пешка. У меня 3 пешки, я думаю, все дальше понятно без слов. Так, Тимур, привет. Здравствуй, Тимур. Тимур, ты любишь играть в шахматы, да? Да? А кто тебя учит играть в шахматы? Кто учит тебя? Ты сам научился? Конечно, правильный ответ, все верно. А вот скажите, пожалуйста, сейчас все-таки с развитием вот, гаджетов и так далее, да, многие думают, что возможно научиться игре в шахматы именно в электронном варианте, когда ты играешь с компьютером, и это вообще способствует развитию каких-то вот именно данных, или все-таки нужно играть с человеком? Конечно, это способствует очень сильно, и вот и соревноваться можно по интернету, и заниматься можно. Развитие интернета большой толчок дало. Во-первых, это доступ к информации, во-вторых, действительно можно играть. Но, тем не менее, живое общение, конечно, ничто не заменит, и приятно встретиться с человеком, с живым человеком за доской, и с тренером тоже общаться для юных детей. Полезно вживую. Возвращаясь к деятельности вот именно шахматной гимназии, да, а дети до какого возраста у вас занимаются? Дети занимаются вплоть до окончания школы. Есть у нас ребята, которые очень много лет уже занимаются, больше 7. В общем, тут можно долго очень изучать предметы и расти в спортивном направлении. В общем, совершенству нет предела. Так, ну что, дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на, знаете, небольшой такой перерыв. Предлагаем посмотреть вам следующий сюжет, пока Павел сражается у нас в партии с Тимуром Яковлевым. И, конечно, после этого мы увидим результат все-таки, кто одержит победу. Но я уже знаю примерно кто, потому что визуально я вижу и что-то в этом понимаю. Внимание на экран. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия выполняет функции Книжной палаты республики и депозитария национальных и краеведческих документов. Библиотека целенаправленно формирует на базе обязательного экземпляра документов мемориальный фонд – Национальный библиотечный фонд Республики Саха-Якутия «Сандалы-Бичик». «Сандалы-Бичик» подлежит постоянному хранению как фонд, имеющий особое историческое, научное и культурное значение. Наша библиотека, согласно закону Республики об обязательном экземпляре документов от 18 февраля 1999 года, является получателем 3 обязательных экземпляров всех печатных изданий, выходящих на территории республики. В том числе 1 обязательного экземпляра печатных изданий в электронной форме, 1 обязательного экземпляра фотодокументов, аудиопродукции, 1 обязательного экземпляра документов на электронных и других носителях информации. На Национальную библиотеку возложен контроль за полнотой и оперативностью получения обязательных экземпляров документов.
Сегодня у нас действует около 80 издательств, издающих организаций. Стабильно нам предоставляют обязательные экземпляры такие организации, как национальная издательская компания «Аяр», медиахолдинг «Якутия», «Офсет», «Комель» и «Дальний Алмаз». С начала прошлого года появилась возможность передавать обязательный экземпляр в электронной форме через сайт Национальной библиотеки. В разделе «Издателям» размещена вся необходимая информация. В год выходит более 1000 названий книг. Если брать, к примеру, во внимание 2020 год, то нами было получено 587 названий. То есть, по большому счету, пандемия сыграла свою роль и повлияла на издательское дело республики. Но нами ведется, значит, серьезная разъяснительная работа с издателями о необходимости предоставления обязательных экземпляров документов и, собственно, исполнения закона. Но, к сожалению, не все наши напоминания, требования и просьбы оказывают должное действие на производителей документов, уклоняющихся от исполнения закона. Только часть обязательных экземпляров, изданных в рамках определенного года, поступает в текущем году, остальная же часть продолжает поступать в течение 2-3 лет. Уважаемые авторы, издатели, просьба своевременно передавать обязательный экземпляр в Национальную библиотеку. Ведь вместе с вами мы формируем документальное культурное наследие нашей республики будущим поколениям. Галина Кутугутова, Василий Протодьяконов, Айтал Байтунов, медиаслужба Национальной библиотеки республики. Так, ну, в общем, у нас битва идет вовсю. Мы разменялись ферзями, но по доске можно уже понять, что преимущество явно не на моей стороне. У меня 3 пешки осталось, ладья и король. Против 2 слонов, 2 ладей, 1 короля, 3 пешек. Но я не отчаиваюсь. Вообще, в принципе, достойная битва. Ну что, дорогие наши телезрители, вот на такой замечательной ноте наш эфир утренний подходит к концу. Мы не прощаемся с вами, мы увидимся с вами завтра в это же время на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Встречайте утро вместе с нами, занимайтесь шахматами, как вот наш юный гость Тимур. Ну и, конечно, мы желаем вам самого доброго, берегите себя и своих близких. Да, ну мы уже за эфиром заиграем, но, в принципе, можно Тимура, я думаю, заранее уже поздравить с победой. Вот. Но я попытаюсь сделать все, что в моих силах, чтобы хотя бы не с позором проиграть. Шах и мат.